Еле удержал бездельника. Уходит куда-то газку, лишь бы побежать там. Побегать, то есть. Пока не проверит все там, не успокоится. Ну вот. Переходим потихоньку, помаленьку. Эти доски тоже возьму. Здесь не оставлю. Так. Солнце греет. Весна, ё-моё. Так что лед каждым часом опаснее становится. Так, ладно, сейчас я это все дело уберу на берег. Здесь на льду не оставим. Вот уже везде вода. Вот тут оставлю. Ламы. Сейчас будешь бежать ты. Нагуляешься. Теплые штаны одену. Без этого прохладно. Рюкзак пока тут. Пускай будет. Вот сюда так оставил. Ребят, завтра уже как будем переходить. Также поснимаю, сколько воды придет или уйдет. С этим ночным морозом, может, даже и наоборот будет уходить. Самое главное, пока сейчас прохладно, надо мне по максимуму ехать. Потому что сейчас пока настрой должно держать, но чуть-чуть проваливается. Посмотрим. Какой поход будет, ребята. Я остановился, чтобы ждать. Вон оттуда, думаю, сейчас появится. А он, оказывается, блядь, намного впереди кого-то лает. Белку или кого. Сейчас по пути подъеду туда. Где-то вон там. Вот, ребята, лак туда. Надо взять его. Лак где? Лак где? Ругал его. Пошли с лакса. Ой, лак, давай. Здесь пока едем по болоту, я тебя лучше возьму. Ты запыхаешься бежать со мной. Все. Вот такой он, бездельник мой, оказывается, работает. Где-то белку учуяла, наверное, тут. Все, надо ехать. Весь путь снимать не стану, местами буду включаться. Здесь большое болото, в прошлом году тоже снимал. Возвращались уже мотособака, когда плохо работала у меня. По этому болоту возвращались. Сегодня другими путями поеду.
Остановка небольшая. Еду вслепую. Такое место такое интересное. Интересное в том смысле, что вот молодняк и все деревья просто поголовно, все деревья высохли, погибли. Попадаются такие делянки, вот большие деревья сушеные, а здесь мелкие и все сохнут. Наверное, влаги не хватает. Включил навигатор, буду идти уже по навигатору ехать. Без нее как-то блуждать не очень хочется. Самое главное мне добраться до вырубки, где в прошлом году осенью встречался с медведем, на Тулан за ним не побежал. Вот. До этого выруба дойдем, там уже будет трасса, зимники, трасса, потом снова по навигатору и доедем. Вот. Здесь, конечно, ехать вообще жесть. Ну, на самых минимальных оборотах вот так едешь. Одел вот такую шапку уже с козырьком. Слепит солнце. Все, загрузился. Сейчас уже буду ехать по навигатору. Тулан пока сидит. Здесь по болоту быстро ехал. Давно уже это закончилось. Вот такой лес не очень хороший. Отпускаю Тулана. Все. Давай газку. Здесь тайга более-менее. Уже крупные деревья. Наклонилась, блин, наклоняется и срабатывает этот датчик. В общем, заглох. Хотя уровень масла, все нормально. Снег держит вообще великолепно. Вообще класс. Прям по катушке. Наконец-то наст у нас на некоторое время образовался, и неплохо. Вообще жестко держит. Я думал, вообще не получится. Думаю, доедем. Сейчас медленно еду, пускай Тулан со мной рядом лежит. Здесь густая тайга, непонятно куда ехать. По солнцу ориентируюсь более-менее. Вот. Да и присматриваюсь. Тайга там как в этот. Вот сколько я ехал сейчас до сюда, ни одного следа не видел еще. Ни одного. Представляете? Ни куница по весне. Вот в это время очень много куниц бегают. И зайцы бегают. Ну, вообще пусто. Ни взлетов, ничего. Уже начинается ветерок. Местами я вижу, тут есть кедры, а лиственницы у нас нету. Только вот кедрачи вот я там вижу. Вот такие дела. Ладно, едем дальше. Пока все хорошо. Я не пойму, куда ехать. Смотрите, как все непросто. Зайчишка, это белка тут.
Зайчишка говорил. Куниц вообще нету. Участок вообще не очень приятный. Но тут белка ходит, и она лаял белку. Капец. Ой, бля. Вообще жесть. Блин, шляпень. Тут сыро совсем. Под садом море. Ладно, ребят, потихоньку, помаленьку. Блин, наклонился и все. Так, до туда надо доехать, там вроде небольшой подъем. Здесь вообще капец. Вот шляпень, блядь. Чагу видел. Вон она, чага. Ельник начинается. Так. Сейчас глянуть надо, куда дальше ехать. Чагу это, конечно, я забираю. Все это дело. Ребята. Залез я в жопу. Никак. Так. Так.
Фу. Не знаю, где ехать. Тут, в общем, такое место хреновое. Там проехать. Так, ладно. Посмотрел на навигатор, куда ехать. Я запарился, ребят. Фу. Разделся, вот эти теплые штаны тоже снял. Ехал вон там. Короче, там ельник. Ужасный ельник. Я присматривал там сегодня место, где может капканы там в будущем году ставить. Ну пока не на кого, конечно, но все равно присматриваюсь к лесу в тайге. Развернулся, нафиг. Сейчас более-менее здесь сосновые деревья. То ладно, вот тут тоже пришел. Сосняк, но тоже неровность. Там я замучился. Чуть наклон этот, в общем, глохнет, во-первых. Во-вторых, неровности эти проезжать очень тяжело. Уф, вот это да. Так, ну... Сейчас немножко подостыну и дальше в путь. Надеюсь, здесь будет лучше. Влево вообще не заезжать лучше. Там капец. Здесь сыро, здесь осенью, наверное, тоже непроходимо. Но на технике, я думал, там ельника и на технике буду ездить. Какую-нибудь дорогу там протоптаю. Не вариант, ребят, здесь. Не вариант. Что будем присматривать другие места. Невозможно стало ехать, ребят. Короче, я проверил масло, чуть-чуть надо долить. Чуть наклон глохнет. На уровень масла чуть-чуть. Ну да. Сейчас добавим. Иначе удачи не видать вообще. Блин, наклон и глохнет. Добираться очень тяжело. Все это расшаталось. Ничего так не крутилось раньше. Может, какой-то болт откуда-то отлетел. Такие дела. Здесь невозможно ездить. Все. На технике сюда я больше не заеду. Вон ты где был. Такая воронка, Олега. И погнали. Немножко подольем. А, Тулан. Нельзя. Тулан, вон затыщ. Че так много масла у меня ушло? Не понимаю. Нормально. Недавно вроде... Да уйди, Тулан, вон! Недавно вроде добавлял. Да. Все, хватит. Много вредно. Сейчас, наверное, более-менее спокойнее будет. Блин, заколебался, честно. Все. Так, ладно. Мы поедем, мы помчимся.
куда ехать? Хрен пойми. Более-менее. Сейчас такой наклон хороший был и не заглох. Этот путь, ребят, мне показался целым вечностью. Вот. И навигатор запикал. Я, в общем, на месте. Вон там, в углу, осенью встречался. А, Тулан появился. Осенью встречался с медведем. Ну, Тулан, который, за которым не побежал. Вот, он, медведь был не крупный. Далеко он ходит. Вот, сейчас я попью чай тут, чай попьем. И дальше уже по трассе. Сейчас я обратно еду теплые штаны, потому что здесь будут сплошные вырубки. Трасса. И легче будет ехать. Быстрее и легче. А сюда обратно я уже не заеду. Я поеду другим путем, но не сюда. Все, хватило мне этой поездки. Достаточно. Не вариант здесь. Не вариант тут гонять на мотособаке. Ну что, получается у меня чай. Колбаса такая рубленая колбаса какая-то. Подойдет, нет? Здесь ветрено. В лесу ветра нету, а здесь уже ветерок. Свет. Вот такой перекус. Сейчас чай попью и дальше поедем. Еле слышно, ребят, кого-то лает бездельник мой. Да. Очень активно лает. Или белка, или какая-то боровая птица, может. Но пока я никого не видел.
Сколько еду, никого. Здесь по вырубкам буду ехать подальше, обзор. Может, кого-то и замечу. Лает хорошо. Далеко. Где-то тут тулан кого-то и лаял. Надо заправиться. Не просто так я остановился. Вообще, вот тут медведя я встречал в прошлом году. Тулан где-то он там ходил, потом он пришел, а медведь вон туда убежал. Но тулан вообще не сработал по медведю. Это вы прекрасно видели, помнить должны. Некоторые напоминают. Есть такие зрители. Это был пеший поход тоже. Не знаю, кого он тут лаял, конечно. Но следов никаких нет. Даже за всю зиму ловчи нигде не прошли. Ладно, сейчас я заправлюсь и дальше в путь. Пока все нормально. Воронки нету, вот это хреново. И ветер еще тут у нас. Едем дальше, ребята. Пошли. Тут, короче, лафа заканчивается. Там волок есть. Можно попробовать проехать. Если не получится, вот здесь проеду. Дальчишка даже живет. Яма. Ёпта, ай. Залез. Вот это подсадку решил. Заяц, заяц. Заяц. Фух.
Я увидел, но, бля, их как-то не успел включить. Оттуда Тулан поднял и туда побежали. Но слышно было, как лаял. Крупный заяц. Тут ручей будет. Еще нехорошие места точно. Я подзабыл уже. Точно. До ручья надо еще ехать. Здесь осенью даже пешком очень тяжело ходить. Не знаю. Не очень приятные места, конечно, тут. Ну, хоть одного зайца увидел, и то ладно. За такой путь. Вот следы его. Сейчас свежие следы покажу. А что еще показывать? Ничего нету. Заяц пробежал, и то хорошо. Ой, бля, здесь ехать не очень хорошо тут. Вот тут они пробежали. Вот зайчьи следы, вот. Вот заяц пробежал, на Тулан где-то. Вот. Это тут заяц пробежал. Видно. Вот. Ладно, едем. Здесь очень плохо ехать. Можно и вернуть. Я говорю, тут вообще хреново. Блять, глохнет тут правый бок на. Капец. Вон до туда надо мне проскочить здесь. Тут участок. Куда пошел? Здесь они уже обратно туда побежали. Видно, как бежали. Зайчишка-то умный. Вот тут ручей основной будет. Проскочили.
Вон мои капканы уже начинаются. Там капкана нету, но как бы есть домик такой. А тут вырубка снова. Ладно, догонит тула. Перекур, ребят. Ух, запарился, конечно, уже я. Хоть обратно снимай, наверное, сниму эти штаны теплые, потому что сейчас быстро не проедешь. Все, капец. Встал на просеку. Вот такая очищенная просека тут. Вот. И уже по просеке поедем. По просеке потом уже стану на свои капканы тропы, где капканы стоят. Посмотрю, где лучше ехать. Или постоянно ехать по просеке. Или же напрямик уже по своим тропам, где капканы стоят. Но и в то же время, смотрите, я сейчас вам покажу, как выглядит лес, тайга. Уже снега практически тут нету. Вот. Снег тает. Растаял уже везде. Да, штаны, наверное, нафиг сниму. Сниму. Очень жарко. Хорошо, что я рано утром выехал. Вот такие дела. Ладно, доедем. Терпимо. Самое главное. Но снег уже тает. Уже все. Процесс пошел. Завтра, если переночую, завтра пораньше тоже выеду. Не нарадуюсь тому, что я сделал. Это молния на штанах. А обувь не надо снимать. Буквально там за минуту снимаешь штаны, одеваешь. Все. Представляете, как хорошо. Вот это дело наверное, вон туда. Штанишки сюда. Топливо не входит. Вот так вот. Посижу, отдохну. Вот сейчас я еду. Смотрю вокруг вот следы. Но везде уже я не стал включаться. Но по пути я встречал один след рябчика. Свежие следы. Видел своими глазами зайца. Есть несколько белок. И в одном месте еще живет куница. Все. Больше ничего нету. Ничего. Я надеялся, что подниму где-то косачей. Пару штук или больше. Ни одного взлета. Ничего нету. И вот так размышляю, прикидываю. И, конечно же, с осени я тоже всю зиму. В принципе, я сюда не ездил, но постоянно я думаю, может, надо было капканы ставить. Может, кого-то поймаешь или еще. Охотничий инстинкт, то есть она сидит во мне и хочется поохотиться, но просто вот не на кого. И вот все то, что я сейчас вижу, вот эти следы, я понял, что не надо мне расстраиваться, не надо думать, что ты всю зиму не ездил сюда, не ходил. Ради одной куницы там ездить, ходить, думаю, не стоит. Просто не стоит. Потому что это не легкий труд. Ходите на охоту зимой. Когда ты, скажем, на буране там пробиваешь дорогу. Или на лыжах идешь. Но в этом году хороший снег был. Всю зиму хороший снег. Просто удовольствие было ездить. Тяжело даже, тяжело было бурану, но он ехал. А в прошлом году вообще невозможно. Вообще не мог ехать короткий буран. То длиннобазовый даже тонули. Вот. А сейчас вот на нем гоняю. Уже второй сезон. Просто не нарадуюсь. Вот эта техника хорошая. Экономичная, хорошая.
И по ровной дороге можно загрузиться. Хоть 2 человека там. Вот моя собака. Тулан. Хоть немножко погонял зайца, и то. Это тоже, блин. Не на кого охотиться. Вот это чудеса какие-то происходят. Ладно, отдыхаем. Хорошо. Солнце светит. Все нормально. Тула. У него с ушами что-то проблемы. Хрен его слышит. Болели уши, вот и последствия. Лак. Гной выходил не раз. Тулами начал линять. Весенняя линька началась. Сейчас, говорят, уже клещи просыпаются, Тулан. Не блатуй. Тулами. Убежал. Зайчишка-то. Морда наглая. А вон гуляй. Вон. Не нарадуешься. Вот хорошо, бегаешь. Больше половины пути он пробежал. Ну, снег держит его. Отлично. Едем дальше.